Приветствуем вас, друзья! Это канал Gagos Media, проект «Единомышленники. Разбор». Сегодня будем разбирать, что происходит в автономии, почему, кто стоит за теми или иными событиями. И мы все с вами стали свидетелями того, что появился, помимо компромиссного документа, еще один документ, который может помочь разрешить ситуацию с проведением выборов. И этот документ зарегистрирован как постановление, предложение депутатом Народного собрания Гагаузии Валентином Гайдаржи. Друзья, подпишитесь на наш канал Gagos Media в YouTube. Мы есть во всех социальных сетях. Оставайтесь с нами. Ну а мы, Екатерина Жекова и Елена Карамид, начинаем. Да. Вы правильно обозначили тему, о которой мы будем сегодня говорить. Действительно, и вся Гагаузия, и страна следила за тем, как разворачиваются события вокруг выборов Народное собрание Гагаузии. Если долго мы были в тупике, то вот в конце мая, мне кажется, что забрежило такое вот... Появилась надежда. Да, появилась надежда, что все-таки выборы пройдут в ближайшее время. Вот этот компромиссный документ должен был быть рассмотрен 2 июня. К сожалению, кворума не было, документ не был рассмотрен. И вот появляется еще один документ, который уже называют альтернативным. Но, может быть, назовем отсутствие кворума тем самым словом, которым его большинство и назвали в публичных... Вы имеете в виду бойкотирование? Да, его назвали бойкотированием, и я лично с этим согласна, потому что это натуральный бойкот, никак иначе. Если депутаты находились совсем недалеко от того здания, где проходило заседание Народного собрания Гагаузии, они просто пили кофе, потому что они считают, что они могут и так не посещать заседание Народного собрания Гагаузии. Представляете? На это должны, конечно же, отреагировать жители Гагаузии, потому что мы избираем людей, которые должны отражать наши чаяния, отражать нашу позицию. Они и становятся людьми, которые должны работать, но они, получается, что считаются депутатами, но свою работу они не выполняют, то есть не приходят на заседание Народного собрания Гагаузии. Они могли иметь такую или другую позицию. У меня возник, знаете, какой вопрос? Вот бойкот, который себе позволили депутаты, особенно те, которые в президиуме, в табеле учета рабочего времени в тот день, 2 июня, у них будет что? Прогул? Или что будет? Ведь это люди, которые получают заработную плату. Но, понимаете, к депутатам у нас немножечко другое отношение, как мы видим. Если бы не пришел на работу педагог, медик и так далее, наверняка эти люди были бы как-то наказаны. Предусматривает ли наш регламент? Он, конечно же, предусматривает, но насколько работает регламент по отношению к депутатам, это уже совсем другой вопрос. Давайте мы с вами проверим и в завершении этого месяца попросим все-таки, чтобы отправим свое официальное письмо как граждане и попросим, чтобы нам дали ответ, что 2 июня в табеле учета рабочего времени значится напротив фамилий тех депутатов, которые должны были находиться на рабочем месте, их не было. Но, Екатерина, мне кажется, и придадим это огласке. Мне кажется, что мы даже получим такой ответ, что после заседания они вернулись на свои рабочие места. Вы думаете, что столько наглости может быть? Я думаю, что да. У депутатов Народного собрания? Если люди просто пьют кофе во время того, как проходит такое важное заседание, которое решает ту проблему, которая была тупиковой на протяжении нескольких месяцев. Но почему-то же они не пришли, вы понимаете? Это же коллективный такой бойкот. Это же не одного-двух депутатов не было, да? То есть это был какой-то такой массовый исход, скажем, из зала Народного собрания Гагаузии или из здания, правильнее. 20 депутатов отсутствовали из 33. Вот представляете, то есть как можно назвать, что это очень ответственный орган законодательный, когда 20 депутатов при назначенной дате не приходят на заседание и не приходят на заседание Народного собрания Гагаузии, где должен обсуждаться как раз тот документ, который может положить конец этому тупику и может стать началом разрешения вопроса организации проведения выборов в Народное собрание Гагаузии. Давайте посмотрим, о чем это говорит. То есть бойкот понятно уже, да? Но о чем это говорит? Какие есть версии? Версия какая? Версия, что эти депутаты не были готовы поддержать этот документ, над разработкой которого работали их коллеги, над разработкой которого работали депутаты парламента. И к этому, что немаловажно, имело отношение еще и ОБСЕ, которая помогала разрешить эту ситуацию и тоже мониторизировала, как проходит этот процесс. Имел отношение к этому и спикер парламента, который тоже сказал, что да, мы готовы поддержать, надо разработать документ, нужно провести выборы, президент страны. То есть Кишинев показал свою готовность
к тому, что надо принять какой-то документ, который позволит разрешить эту ситуацию. То есть получается, что когда депутаты не пришли на это заседание Народного собрания, вот эти 20, о которых мы говорим, да, они продемонстрировали свое отношение к тому, что мы не хотим этот документ рассматривать, мы не считаем его важным, ибо даже если они так считают, и такие мнения могли бы быть, Конечно. об этом надо сказать в зале заседания Народного собрания Гагаузии, высказать свою точку зрения и предложить свою идею. Ведь ради этого и есть законодательный орган. Поэтому у депутатов и есть столько свободы и столько инициативности заложено вообще по закону, ну, как сказать, инициатива – это главное, что отличает депутата Народного собрания Гагаузии от любого другого чиновника. То есть он может инициировать, потому что он видит, где закон слаб, где нужно закон укрепить. То есть получается, что тогда, когда 20 депутатов не приходят, они демонстрируют, что мы не будем рассматривать этот документ, он нас не устраивает, он нам не нужен, значит, они подводят как минимум меня к мысли, что они не заинтересованы в назначении даты выборов и в организации этих выборов. А если это так, то почему это так? Давайте об этом подумаем. Но мы видели как бы попытки тех же депутатов провести эти выборы, допустим, 22 марта или 21 июня. Две даты мы видели, назначали, даты назначались, мы видели, какие были решения судов, которые не позволили провести эти выборы в срок. И, наверное, вот этот компромиссный документ, постановление, которое было разработано, возможно, им кажется, что этот... Может разрешить эту проблему. Да, он может разрешить. И поэтому они решили застопорить ее. Прямо в том месте, возможно. Потому что мне кажется, что очень много было сказано о том, что подготовленный документ, он соответствует всем тем требованиям, которые позволят разрешить эту ситуацию. Давайте посмотрим, кто об этом говорил, что он позволит. Давайте. Говорили те депутаты, которые участвовали в этой рабочей группе. И правильно? Не только. Об этом говорил, допустим, и депутат парламента Александр Стояногло, Гагауз, если нам не нравится позиция депутатов, допустим, молдавских. Это был представитель нашего гагаузского народа, депутат парламента Республики Молдова, который сказал о том, что документ подготовлен, что документ соответствует требованиям, что документ ни в коем случае не нарушает никаких полномочий Гагаузии, что это как раз-таки тот инструмент, который позволит разрешить эту тупиковую ситуацию. То есть получается, что Александр Стояногло сказал приблизительно вот это, я вспомнила его интервью одному из изданий кишиневских. Но 20 депутатов подумали, что ни работа их коллег, 5 или 6 депутатов, сколько там работало в этой рабочей группе, ни работа еще 5 или 6 депутатов с парламента, ни консультации с президентом и со спикером, ни поддержка депутата, представляющего Гагаузию в парламенте, в парламенте, имею в виду, от блока. Ни международных структур. Ни международных структур. Они игнорируют вот это все. То есть должны ли мы дать оценку тому, что мнение людей, которые действительно работали и которые что-то значат для гагаузской общественности? Вы заговорили об Александре Стояногло. Ну, давайте скажем, что Александр Стояногло на последних выборах, какие только были, в которых он участвовал, он получил огромную поддержку на территории Гагаузии. Я говорю о президентских выборах, как минимум, да? То есть вот эти 20 депутатов, даже мнение юриста Стояногло, человека, которого издания молдавские цитировали как того, кто участвовал в этой рабочей группе. И он, по-моему, сказал еще и такую фразу, что теперь мяч на стороне Народного собрания Гагаузии, дело за ними. Если не мяч, то он сказал, по-моему, дело теперь за депутатами. И вдруг в Гагаузии на этот документ смотрят как на неприемлемый, поэтому 20 депутатов не приходят. Но, Софьяна, мы должны с вами вспомнить, знаете, какой момент? И мы в прошлом разборе говорили об этом. Как только появилось желание взаимодействовать, налаживать отношения между Камбратом и Кишиневым, сразу в Гагаузии появились силы, которые стали этому препятствовать. Мы помним высказывание Или Узуна, который говорил, что вот собираются примары поехать, собираются депутаты поехать. Это предатели. Вы хотите посмотреть на это как на элемент недовольства? Да. Как только Кишинев находил с какими-то людьми, да, вы правильно напоминаете, да, примары были в числе тех, с кем Кишинев говорил всегда, все эти 2 года, потому что примарам надо было реализовывать проекты. Да. Чтобы сказать людям, что я работаю как примар, нужно что-то делать конкретное, чтобы люди на себе почувствовали, что парк построен, дорога сделана, здание отремонтировано, крыша или т.д. т.п. То есть получается, что
ваша точка зрения, как только здесь Илья Узун и сторонники Шора, назовем их так, да, как только они видели, что теплеет, как-то выравнивается или выстраивается какая-то история возможного сотрудничества с Кишиневым для преодоления кризисных моментов, тут же начиналось противовес какое-то действие. Но это кто, кроме Ильи Узуна? Но я хочу сказать о том, что это давление, я видела, например, в СМИ, и вы, наверное, жители Гагаузии, Михаил Влах, рядом с ним собрались еще какие-то активисты. Я думала, из представителей действующих функционеров. Кроме Ильи Узуна, наверное. Кроме Ильи Узуна, наверное, других высказываний. Михаил Влах все-таки не действующий функционер, он общественник. Да, согласна. Но давление было, я вам скажу, что очень сильное. Давление было вплоть до того, что если вот кто-то из примаров поедет, если кто-то из примаров будет общаться, мы скажем населению, которое проживает в их населенных пунктах, не голосуйте больше за этих людей. Давайте посмотрим сразу на оценку примаров. Примары-то но примары сказали не о том, слышали Ильи Узуна, они как общались, так и общались, потому что их задача, еще раз повторюсь, и на их месте любой человек так бы поступил, потому что примару надо развивать свой населенный пункт. И не только. Примары сказали о том, что ведь их подталкивали на какие-то действия противозаконные, им говорили о том, что и не примет Кишинев, мы проведем сами, а вы возьмите на себя какую-то ответственность про выборы. Но примары в том числе высказали свою точку зрения на это. Да? То есть получается, что по вашей логике, если Илья Узун как только увидел, Илья Узун-то не сам по себе, тут надо сказать как есть. Илья Узун, потому что отрабатывает Илья Узун сценарий Шора, который где-то там задумываются, передаются какие-то бумажки, на которых написано. Очень часто можно увидеть, как Илья Узун зачитывает что-то. И в этих сценариях нет места компромиссу. А почему? Потому что мы видим, что с 23 года, как только здесь появился Илон Шор, появились люди из его команды, все было направлено на то, чтобы вот эту вот агрессию или вот это противостояние между Камратом и Кишиневым росло. И поэтому вот этот компромиссный документ, который, на мой взгляд, мы все ожидали, что вот этот документ 2 июня будет принят, сразу запустится то колесо проведения избирательной кампании. В ближайшее время, через месяца 3, выборы будут проведены, и то есть все станет на свои места. И градус, накал страстей, накал вот этих вот обвинений со стороны Камрата в сторону Кишинева и обратно, он поутихнет. И наконец-то мы сможем продолжать сосуществовать в одном государстве и развиваться. Вы знаете, мне кажется, что до 28 числа, до дня принятия решения апелляционной палаты Кишинева по делу Гуцул, еще как-то спокойно реагировали на то, что компромиссный документ, что надо его как-то рассматривать. А после этого, мне кажется, активизировалось как раз вот это сопротивление, о котором вы говорите. И именно сейчас активизация этого сопротивления, как мне кажется, переросла в рождение вот этого альтернативного документа, который зарегистрировал Валентин Гайдаржи, депутат, который представляет округ села Карбале. И давайте о нем поговорим, потому что, как мне кажется, это и есть как раз продукт, который не совсем-то Валентином Гайдаржи и создан, потому что нам стало известно, что этот документ родился в недрах платформы 111, и в одном из радиоэфиров Молдова Камрат, мне кажется, об этом говорил юрист Кисеев Дмитрий. Да. Когда этот документ появился, все восприняли как документ, разработанный Валентином Гайдаржи, потому что он под его именем, он подписал этот документ. Но у меня тогда сразу возник какой-то диссонанс, потому что мы с вами были депутатами Народного собрания Гагаузии 6-го созыва. Валентин Гайдаржи был нашим коллегой в этом созыве. Я, например, не помню, я, конечно, могу ошибаться. Были ли какие-то законодательные инициативы вот в этот период, предложенные им? Если вы задаете мне вопрос во время нашей депутатской деятельности, Валентин Гайдаржи с какими-то инициативами, я не помню. И вообще Валентин Гайдаржи выступал только тогда, когда речь шла о каких-то задумках бизнеса, о каких-то групповых спланированных решениях, то ли с какой-то одной группой депутатов. Я не помню, чтобы от Валентина были какие-то инициативы, которые были бы направлены на развитие конкретной структуры или какой-то инициативы, которая могла бы принести какое-то благо автономии или людям, жителям. Но он депутат, мне кажется, вот сейчас это его 3-й мандат. Он депутат с 2012 года. Да. И мне кажется, что вот в этот мандат
Его фамилия всплывала только тогда, когда стали строить Гагаузленд. Гагаузленд. Да, и он даже давал интервью, в котором говорил о том, что его предприятие будет подвозить, приобретать строительные материалы для... Завозить из-за границы. Да, завозить из-за границы. И мне кажется, даже они говорили как о предприятии, которое будет строить Гагаузленд, если вы то есть помните. это говорит о том, что Валентин Гайдаржи, если уж говорить теперь об авторе этой инициативы, да, которая альтернативная той, которая принята в Кишиневе, то есть это человек, который представитель Шора, потому что участвовать в каких-то там схемах Шора могли только сторонники Шора. То есть если ты не сторонник, ты не участвуешь в его схемах. Я не хочу называть его участие как экономического агента, который там занимается привозом какого-то оборудования для Гагаузленда. Не хочу называть его участником этих схем, но однозначно то, что Валентин Гайдаржи голосовал за шоровский исполком. За тот исполком, который представлял Шор. То есть, он был в его большинстве. Да. То есть если мы понимаем, что очень часто с платформой 111 взаимодействует Михаил Лах. Если мы видим Валентина Гайдаржи, который имел отношение к строительству Гагаузленд, и мы видим сегодня документ так называемый альтернативный, который получает Народное собрание Гагаузии, то мы можем с вами провести такую параллель, что это документ, который поддержан и Илоном Шором, и его сторонниками. Да, значит, теперь давайте посмотрим на этот документ, как на документ, в котором действительно сконцентрировано вот это сопротивление, не просто компромиссному документу, предложенному Камратом и Кишиневым, да? Между депутатами рабочей группой созданной, а это такое сконцентрированное сопротивление из Гагаузии тому, чтобы проводить выборы. То есть задача не в том, чтобы сказать, что мы придумали документ, который гораздо лучше и ярче решает те проблемы, которые завели нас в тупик. Это просто документ для того, чтобы застопорить и не дать возможности организации проведения выборов. Нельзя с вами не согласиться, потому что и сам Валентин Гайдаржи в интервью, или я не знаю, но просто на радио Камрад появилась его цитата, он говорит о том, что этот документ, он дублирует кодекс о выборах Гагаузии. Что это значит? Он говорил о компромиссном документе. Нет, он говорил о своем документе, что его документ, который он подготовил и сейчас принес на рассмотрение Народного собрания Гагаузии, он дублирует кодекс о выборах Гагаузии. В чем логика тогда принятия этого постановления, которое дублирует имеющийся кодекс о выборах Гагаузии? Этот вопрос, конечно же, возникает, и возникает и другой вопрос. Если он дублирует, то с ним не будет ни одного пункта, который бы соотносился с кодексом о выборах Республики Молдова. Это значит игнорирование кодекса. Он будет игнорировать тот документ. И, конечно же, опять же, в конечном счете приведет к тому, что, допустим, Государственная канцелярия Камрад не примет проведение выборов на основании этого постановления, которое полностью противоречит Кодексу о выборах Республики Молдова. Так вы сейчас назвали то, ради чего этот документ принимается. То есть если в этом документе, который предложил Валентин Гайдаржи, нет ничего, чтобы отражало Кодекс о выборах Республики Молдова, а полное отражение по признанию самого Валентина, повторяя вашу мысль, дублирует кодекс о выборах Гагаузии, тогда зачем его предлагать? То есть это, вы понимаете, топтание на месте, либо мышиная возня. Ну да. Но посмотрите, один из пунктов как раз-таки говорит о названии вот этого избирательного органа, да? ЦИК-ЦИС. Если компромиссный документ предлагал двойное название, пусть этот орган для того, чтобы провести эти выборы, будет иметь двойное название и не будет ущемлять уравновесит. Пусть будет ЦИК-ЦИС, то есть оба названия используются, и тогда обе стороны, и Камрад, и Кишинев, принимают эту составляющую. Но в документе, который предложен Валентином Гайдаржи, он говорит про ЦИК. Да, он прям-таки есть то есть, пункт, смотрите, получается, что сказано. Он возвращается обратно. Конечно. Вся та работа, которые, во-первых, очень долго шли в Народном собрании. В результате организовали рабочую группу, создали этот документ, который приемлем и те депутаты от Народного собрания Гагаузии, и господин Лейчу, и господин Орманжи, а мы уже с вами пережили и отставку господина Орманжи, который ушел с поста исполняющего обязанности спикера НСГ. То есть все эти месяцы работ, они все на смарку, потому что снова возвращаются вот на круги своя, и снова мы, то есть они, не мы, они
будут говорить о том, что ничего мы не приемлем, только ЦИК, только наш кодекс о выборах и ничего другого. То есть давайте подытожим для наших зрителей. С 2022 года должно было быть Народное собрание, должно было внести изменения. С 2023 года стал работать кодекс о выборах Республики Молдова, но Гагаузии дали еще год. Так у них было 3 года. Да, дали больше времени Гагаузии. То есть с 23 года по всей Молдове стал работать новый кодекс о выборах. Гагаузии дали еще 1 год для того, чтобы они привели в соответствие кодекс о выборах Гагаузии с кодексом о выборах Республики Молдова. То есть итого, это 3 года, когда депутаты Народного собрания Гагаузии игнорировали наличие кодекса и игнорировали то, что нужно сделать какие-то изменения в наш кодекс. Сегодня, когда уже прошли вот эти сложные этапы и образования группы, и прихода к такому компромиссу, теперь предлагается снова вернуться. Вот, не кажется ли вам, что это детский сад, манная каша? Как иначе это назвать? Это игра. Как? Это игра, потому что понятно, что будет. Если мы будем проводить... Что будет? Что будет? Будет то, что этот документ... Если он будет принят Народным собранием Гагаузии и станет основой для проведения выборов, опять приведет к тому же тупику, который был с выборами, которые были назначены на 22 марта, на 21 июня, потому что суды приостановят деятельность этих постановлений, которые будут принимать Народное собрание. Выборов не будет. То есть это и есть самоцель. Я соглашусь с тем, что это и есть самоцель. Иначе не было бы желания предлагать второе постановление, которое отвлечет общественное внимание от первого компромиссного постановления. Но меня, знаете, что в документе, предложенном Валентином Гайдаржи, привлекло внимание? Пункт 13. Цифра этого пункта тоже вызывает определенные. Но написано следующее. В соответствии с пунктом 12 статьи 51 уложения Гагаузии к компетенции Народного собрания Гагаузии относится назначение и проведение выборов в Народное собрание Гагаузии, а также утверждение состава Центральной избирательной комиссии для выборов в Народное собрание Гагаузии, губернатора Гагаузии и органов местной публичной власти. Губернатора Гагаузии. Как депутат, который работает с 2012 года в Народном собрании Гагаузии, в официальном документе, который он регистрирует в Народное собрание Гагаузии, он называет Башкана губернатором Гагаузии. Ни в одном документе никогда, от слова «никогда», не называлась эта должность иначе, чем Башкан, глава Гагаузии, Гагаузии-Яре. Появилась губернатор Гагаузии. Это о чем говорит? Это говорит о том, что откуда-то списан этот Но вы знаете, удивительно пункт. То, что платформа 111, движение Гагаус Халка и еще кто-то тоже говорят, Центр независимой журналистики, все они говорят о том, что участвовали в разработке этого документа. Ну не тот Центр независимой журналистики, который в Молдове, а Центр, гагаузский, который возглавляет господин Перрон. Да, но что удивительно, то есть мы уже на протяжении более чем полугода говорим о 2 названиях избирательного органа Гагаузии – ЦИК или ЦИС. И мы говорим о том, что никто не имеет права менять ЦИК на ЦИС, потому что в законе об особом правовом статусе Гагаузии есть термин «Центральная избирательная комиссия». Мне хочется задать вопрос этим людям, о каком документе? В уложении, в законе об особом правовом статусе Гагаузии или в кодексе о выборах Гагаузии присутствует этот термин «губернатор»? Где, в каком документе? То есть это не удивило разработчиков. То есть они сами поменяли название должности, высшей должности в автономии. Я не смотрела бы на это так. Я смотрю на это, почему я сказала, что явно это откуда-то скопировано. Но надо посмотреть все-таки, давайте напомним и себе, и зрителям. Этот документ признали, что составлен платформой 111 и еще какими-то 2 общественными организациями, в числе которых числятся какие персоны. Да? Это и Дмитрий Кисеев, это и Иван Бургуджи, и, наверное, Валерий Янеугла, и многие-многие другие, которые представлены в этой платформе. Ну и Михаил Влах там же. Появление губернатора Гагаузии, губернатора у нас есть в Российской... Не у нас, у них в Российской Федерации губернатор. Но вы знаете, в СМИ, когда говорят о Гагаузии в российских СМИ, они используют этот термин. Губернатора. Да, губернатор Гагаузии. Ну так мне кажется, что вот этой одной формулировкой они полностью, абсолютно полностью себя дискредитировали. Ну потому что зачем вы подаете, во-первых, пустой документ, который сам Валентин Гайдаржи говорит о том, что он полностью дублирует кодекс о выборах Гагаузии.
То есть вы никчемный документ делаете большим постановлением, над которым теперь должно работать Народное собрание Гагаузии и рассматривать, и даже за него голосовать. Вы представляете, мне кажется, что это просто какой-то такой Гагаузия делает гүлме алыла. Ondan sonra o kadar gülme alıyla insanların da bu situasyayı, hani insan da toplayamay kendisini ne yapıyla onunla. İnsan inanıyor ki hani депутатла lazım болсын нанесется чözüm. Но это переходит на самом деле все границы, и нет ли в этом узурпации власти, если они не хотят уходить со своих должностей? Явно тут, я подвожу, вернее, себя к таким выводам, что пора рассматривать это как узурпацию власти. Ну, мы можем говорить об этом, потому что все жители Гагаузии, начиная с 16 ноября 2025 года, им не дается право выбирать и быть избранным, а они на это имеют право. По закону. По закону. И 12 ноября прошли слушания по кодексу. По компромиссному вот этому документу, составленному рабочей группой депутатов Народного собрания, парламента и представителей ЦИК. И на этих слушаниях, публичных слушаниях, депутат Александр Дюльгер, который был в составе этой группы, он сказал, что никто не допустит, чтобы мы с вами затягивали эти выборы. Ни международные структуры, ни власти страны. Мы не имеем на это права затягивать выборы. Потому об этом что мы говорил нарушаем... Александр Дюльгер? Да, он сказал. Вы знаете, давайте раскроем. Об этом говорил, значит, Александр Дюльгер, который тоже был в большинстве шоровском. Да. То есть получается, что некоторые депутаты поняли, возможно, какое-то прозрение. Это естественный и нормальный процесс, мне кажется. Да? Очень хотелось бы, чтобы все 20 депутатов, которые в тот день бойкотировали эти выборы, чтобы они тоже с каким-то прозрением вернулись в зал, потому что это то, что от вас ожидают. Вы знаете, мне так подумалось вчера, когда я смотрела и слушала эти публичные слушания, мне захотелось, чтобы все 33 депутата побывали там, в Кишиневе, и пообщались с представителями. Нет, им не запретили, просто некоторые не поехали. Но мне захотелось, чтобы они все побывали там, чтобы они все послушали и сторону позиции центральных властей Гагаузии, чтобы там им разъяснили, что не может быть одна страна, в которой действуют самые разные правила проведения выборов. То есть, если в одном регионе Молдовы не допускается, чтобы один человек получал больше денег для того, чтобы финансировать свою предвыборную кампанию, и неважно куда, в примары или в депутаты парламента, то почему в Гагаузии у нас такие законы могут работать? То есть есть одна страна, в которой должны действовать одни и те же законы. И мне показалось, что да, Александр Дюльгер, который буквально недавно имел другую позицию, 1,5-2 месяца назад, и Николай Орманжи, и даже Георгий Ильич, они говорили о том, что о компромиссном документе, что его надо принимать. Да, его надо принимать. Они говорили о том, что тут нет нарушений полномочий Гагаузии. Вы знаете, мне хочется привести еще цитату Тарнавского, который об этом же документе говорит. Да? Коллеги нашли спокойный правовой компромисс, основанный на взаимном уважении и строгом соблюдении законов. И это не сдача позиции, а надежный юридический компромисс. Были соединены нормы избирательного кодекса Гагаузии и национального кодекса, чтобы результаты наших выборов были признаны всеми, и их никто не мог оспорить в судах. В документ включена защитная оговорка. Это временное регулирование никак не ограничивает полномочия автономии в будущем. Полномочия Народного собрания Гагаузии по организации выборов остаются приоритетными. Почему эта цитата, мне кажется, очень важна? Для того, чтобы наши зрители понимали, что когда мы говорим о компромиссном документе, составленном при участии депутатов парламента, депутатов из Гагаузии и руководства страны и парламента, это документ, который все, казалось бы, соединил для того, чтобы найти ключ к разрешению вот этого самого тупика по организации проведения выборов в НСГ. Александр Тарнавский не участвовал в этой рабочей группе. Очень жаль, не знаем почему, но он не вошел в состав этой рабочей группы. Как ответственный депутат Александр Тарнавский свою точку зрения на этот документ изложил вот такой цитатой, и это было сделано не вчера, не позавчера. Да? Да, это было сделано сразу же после того, это было сделано сразу после этого. Документ, да. Но ничего другого мнения из тех, кто из числа 20 не присутствовал на заседании 2 июня, когда надо было либо высказать публично, либо надо было высказаться до этого. То есть вы знаете, что за этим стоит? Мне кажется, за этим стоит мы уйдем незаметно, мы придем незаметно, мы уйдем, когда надо, мы придем, когда надо.
И явно надо к этому относиться. Я возвращаюсь к этой мысли, это мое гражданское видение. Мне кажется, здесь имеет место узурпация власти. Потому что когда депутаты не приходят на заседание, не говорят свое мнение, не объясняют нам, как избирателям, почему они не пришли, почему они против этого документа, что им там не нравится, что они предлагают, это означает, что депутаты пришли не работать. Отстаивать свои личные интересы. Абсолютно верно. А в ситуации, когда вы правильно подметили, что с ноября 16-го их мандат истек, и у них нет возможности тешить себя только тем, что в законе все-таки написано, что мы являемся депутатами до назначения, до принятия присяги, там, до утверждения, вернее, не принятия присяги, до утверждения судом мандатов следующего 8-го созыва. Нет. Так не может быть 4 года. И поэтому я думаю, что надо общественности гагаузской требовать от своих депутатов ответов, но иначе как узурпация власти это нельзя рассматривать, мне кажется. Но вы знаете, 12 июня, вот я вновь возвращаюсь к тем публичным слушаниям, там рассматривался компромиссный документ, вот этот составленный еще раз рабочей группой депутатов наших, депутатов парламента, но эти публичные слушания носили такой вот характер давления на тех депутатов, которые пришли и презентовали этот документ. Давление было настолько явным, вот то давление, о котором мы говорили с вами еще, когда первые шаги предпринимались для того, чтобы встретиться с президентом страны и спикером парламента. Так вот, это давление сейчас, оно усилилось. От кого? Мы видим давление со стороны Ильи Узуна. Мы слышим выступление господина Деревенко, который представляет исполнительный комитет. Мы видим несколько человек, это представители платформы 111, это Иван Бургуджи, это Михаил Влах. Это люди, которые вчера пришли на публичные слушания и настолько оказывали давление на тех, кто представлял этот документ, что в конце они пришли, знаете, к какому выводу? Они пришли к тому выводу, что они будут пересматривать компромиссный документ и приводить его в соответствие с ожиданиями гагаузской стороны. А ожидания гагаузской стороны, на мой взгляд, сводятся к тому, чтобы этот документ полностью был нивелирован компромиссный, и на его место стал так называемый документ Гайдаржи, который как раз-таки отражает позицию вот тех людей, которые вчера собрались на слушание, и как раз-таки тех, кто и проводит и уже 13 июня заседание, на котором говорят о законе об особом правовом статусе и об отношении к этому документу. Из всего этого, давайте подытожим, из всего этого получается, что у нас на сегодня в повестке дня гагаузской общественности стоит один вопрос. Никак не могут назначить дату выборов. Но перечисляя все вот эти события, которые происходили, и мы пытались свой анализ этому давать, получается, что никто и не собирается назначать дату выборов. А это означает, что кто-то лишает права, а кто-то, это конкретно депутаты Народного собрания Гагаузии, лишает права жителей автономии воспользоваться своим конституционным правом избрать новый состав депутатов, который будет решать действительные вопросы и задачи гагаузской автономии. Или же, понимая, что принятие документа Гайдаржи приведет к новым столкновениям с центральными властями, преследует эту цель – продолжать вот это вот противостояние между Камратом и центром. И в итоге Народное собрание Гагаузии в сегодняшнем составе оно ориентировано только на сохранение конфликта между Камратом и Кишиневым. Это и есть фактор обеспечения их более длительного нахождения в должности депутатов Народного собрания Гагаузии. Этот статус-кво кому-то нужен. И не только, наверное, депутатам Народного собрания, возможно, и членам исполнительного комитета. А члены исполнительного комитета – это люди, которые реализовывают планы господина Шора в нашей гагаузской автономии. И если сменится Народное собрание Гагаузии, им тоже придется уйти. И не факт, что они вновь смогут получить эти должности в исполкоме. В чистом виде получается, что в сухом остатке правильнее, получается, что у нас выборы должны состояться по закону, но проведение выборов не хочет Народное собрание. Это очень невыгодно исполнительному комитету, а поэтому выборов не будет. Друзья, вот такой разбор получился у нас сегодня. Друзья, оставайтесь на Gagauz Media, подписывайтесь на наш канал, поддержите нас, это для нас важно. Ну и следите за всеми нашими дискуссиями на канале.